119 торговых центров, в том числе 12 торгово-развлекательных. Вот окончательный список предприятий малого бизнеса, которые попали под прицел внимания в Коми. Все комплексы состоят на учете и подлежат периодическим проверкам. Предприятия с одновременным пребыванием более 200 человек относятся к категории значительного риска, но проверяются всего раз в 4 года. Остальные еще меньше. Сегодня этого явно недостаточно. Президент Российской Федерации мнение высказал свое по данному вопросу. В начале доклада у Константина Вячеславовича был временной период между проверками. То к вопросам безопасности эти периоды времени относиться не должны. Поэтому соответствующие изменения, скорее всего, федеральные нормативные акты будут внесены изменения, но сегодня уже работайте. Если вы считаете, что есть необходимость провести дополнительную проверку, обращайтесь в прокуратуру в рамках 294 федерального закона в случае возникновения угроз жизни или безопасности, прокуратура будет согласовывать. Внеплановые прокурорские проверки стартовали, и уже выявлена масса нарушений. А ведь наказать нерадивых собственников могут по всей строгости закона. Ответственность вплоть до уголовной. При проведении проверок торговых предприятий на территории Республики Коми типичными нарушениями являются заужение основных аукционных проходов в торговых залах. На слайдах они представлены. Примеры. Заужение ширины путей эвакуации, загромождение путей эвакуации и дверей аукционных выходов, закрытие аукционных выходов на ключ, размещение на площадках и маршах аукционных лестниц различных предметов, оборудования, а также складирование горючих материалов под лестничными маршами, незнание персоналом объекта, действий в случае возникновения пожара, непроведение занятий, инструктажей по пожарной безопасности, неумение пользоваться первичными средствами пожаротушения. Главной причиной трагедии в Кемерово уже называют преступную халатность. Вице-премьер обратился ко всем руководителям муниципалитетов и к тем, в чьи полномочия входит рассмотрение разрешительных документов на проведение строительных работ. Он подчеркнул, здесь нельзя идти на сделку с собственной совестью. Если бы в свое время руководством города было принято решение о невыдаче разрешения на строительство на данном объекте или не был бы определен этот земельный участок под строительство данного объекта, то, скорее всего, этого происшествия бы не произошло. А теперь мы с вами увидим, как будут разбираться с мэром города, который подписывал разрешение на строительство и разрешение на ввод данного объекта в эксплуатацию. Поэтому я всех призываю очень внимательно к этим вопросам относиться и отдавать себе отчет в тех действиях, которые делаются. Это не только к руководителям непосредственно относится, но и к их заместителям и всему тому персоналу, который эти документы рассматривает, визирует и направляет на подпись. Вопросы, озвученные на комиссии, поручено рассмотреть и в каждом муниципалитете с конкретным поименным обозначением объектов. Персоналу пройти дополнительные тренировки. Внеплановые занятия по правилам пожарной безопасности проведут в школах и даже в детских садах. Задача поставлена и Минздраву. Необходимо еще раз проверить готовность территориального центра медицины катастроф к таким ситуациям. Внеплановые проверки пройдут в республике в течение 2 недель. Итоги будут доведены до руководства региона, а рассмотрят их на следующем заседании комиссии. В дальнейшем в такие инспекции предложено выходить раз в месяц. Таисия Жакова, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывкар.